Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для человечества Украины и Крыма темы и беседуем с самыми знающими людьми. Сегодня я рад приветствовать у нас телемостом, в нашей студии телемостом из Нью-Йорка, из-под Нью-Йорка. Человек, который я очень уважаю, считаю одним из крупнейших, серьезнейших и проукраинских американских аналитиков, профессора Игоря Айзенберга. Селям алейкум. Салям алейкум. Ой, как у вас прекрасное произношение. Вы освоите крымский язык, я думаю, за полгода, если захотите. Да, но я просто скажу для зрителей, я буду в порядке исключения говорить по-русски сегодня, как мы договорились, чтобы нас лучше понимали в Крыму. Саголнес, Игорь Бей. Ну, встрече понятно, что мы будем обсуждать. Тут, в общем, по нашим одухотворенным лицам уже все видно. У нас, помните, Игорь, вот этот фильм, где Остап Бендер и говорил купцам этим старогородским: отовсюду мы слышим стоны. Вот. И отовсюду мы слышим, безусловно, стоны по поводу встречи Байдена с Путиным. Стоны абсолютно разноголосые. Говорят, что Байден все слил. Говорят, что Путин победил. Говорят, что Путин запуган. Говорят, что Байден просто уничтожил его. Говорят все, что угодно, но я не знаю. Только версия совместного распития водки не рассматривается, а все остальные как бы рассматриваются. Вот, поэтому, ну, у нас, вы знаете, это же каждый пень береза, каждый таксист политолог. Ну, это юмористическое вступление закончил. А теперь я хочу замолчать и послушать вас, как человека, абсолютно неупередженного, да, вот забыл, как это слово по-русски. Непредубежденного. Непредубежденного, да. Ваше вступление полный, насколько это вы захотите, анализ встречи с зрителями АТР. Ну, это очень политизированные люди, которым очень, очень важно, как это будет влиять на Украину, на Крым и мир. Да, спасибо большое. Я думаю, что в Украине, насколько я вижу, были очень завышенные ожидания этой встречи. Ну, наверное, не только в Украине. Скажем, в Америке таких ожиданий не было. Больше того, в американском публичном пространстве эта встреча практически почти до конца прошлой недели не обсуждалась. То есть ее стали обсуждать вот за 2-3 дня до того, что она произошла. Обсуждали ее вчера, ее обсуждают еще сегодня. Я думаю, что завтра ее обсуждать перестанут. Дело в том, что совершенно понятно, что на этой встрече не могло ничего такого особенного произойти. Нужно просто хорошо понимать, когда, при каких обстоятельствах эта встреча была Джо Байденом предложена, когда он позвонил Путину и предложил встречу провести. Это было в середине апреля, если я не ошибаюсь, 14 апреля, или 14 или 13 апреля. И когда имела место наибольшая с 2014 года концентрация российских войск по всему периметру границы с Украиной и в Крыму, когда Россия буквально начала блокаду Азовского моря и воинственно вела себя в Черном море. И я думаю, что аналитики американской разведки пришли к выводу, что каким-то образом эту ситуацию нужно охладить, потому что была, видимо, какая-то вероятность, что Путин может все эти войска двинуть вперед в какой-то момент, если почувствует, что никто не будет активно против этого возражать. И Байден тогда позвонил Путину, предложил встретиться, тем самым стало очевидно, что большой войны не будет, по крайней мере, до того, как состоится эта встреча. Ну а затем повестка дня этой встречи, она обрисовалась очень быстро, потому что она состояла в основном из двух вещей. Первая вещь — Соединенные Штаты очень заинтересованы в проведении переговоров о заключении нового договора об ограничении стратегических
вооружения, сокращения стратегических ядерных вооружений. Точно так же, как в этом заинтересована и Россия. По одной простой причине, ну, есть глобальная причина, конечно, случайное возникновение ядерного конфликта, чего, очевидно, не хочет никто. И есть другая простая причина. Обе стороны имеют на боевом дежурстве по 1600 ядерных боеголовок. Плюс, я боюсь ошибиться в цифрах, гораздо больше еще не на боевом дежурстве. И содержать такой ядерный арсенал, постоянно его обновлять, это стоит очень дорого. Есть большое заблуждение, что гонка вооружений выгодна Западу и невыгодна России, потому что она Россию разоряет. Но дело в том, что в Америке это тоже не бесплатное удовольствие. Огромные ресурсы съедаются. Поэтому все американские администрации, начиная с администрации Никсона, вели с Советским Союзом, а потом с Россией переговоры о заключении новых и новых договоров об ограничении, сокращении стратегических вооружений. Вот это та область, которые они могли договориться. А больше они не могли договориться ни о чем. Но в Америке это всем комментаторам, которые говорили об этой встрече, было очевидно, потому что нет больше позиций, по которым есть общие взгляды. Таких, я имею в виду, глобальных позиций. Потому что есть очень глубокие противоречия между Соединенными Штатами и Россией в взглядах на мир, на то, как мир должен быть устроен, на то, как относиться к другим странам и так далее. Эти противоречия разрешить, с моей точки зрения, пока в России власти Путин и те, кто вместе с ним, просто невозможно. Они не разрешили. Надеяться на то, что их можно разрешить, я не знаю, надеется ли кто-то. Я был очень удивлен, когда, например, вчера обнаружил, что многие, скажем, российские, оппозиционно настроенные люди были очень огорчены тем, что Байден не стукнул кулаком по столу и чего-то там не показал Путину Кузькину мать, как говорится. Но очень наивно было этого ожидать. Байден никогда не будет заниматься сменой режима в России. Да и никакой президент Соединенных Штатов этим заниматься не будет. Потому что это дело людей в России, менять власть. Когда они этого захотят, власть сменится. Если они этого не захотят, власть не сменится. Может быть, конечно, смена власти путем верхушечного переворота. Такое в истории России много раз бывало. Но на это влиять извне тоже никто не может. И поэтому ожидания от этой встречи, они были очень завышены. В Украине я понимаю, что тоже были разные ожидания и тревоги. Как обычно в Украине есть такая большая категория людей, которая боится того, что в украинских социальных сетях называют зрада. Всюду зрада, то есть всюду измена, нас сливают, все, нас сдадут. Абсолютно это, я не представляю себе, как можно думать о Байдене и его администрации, что они откажутся от поддержки Украины. Это невозможно просто, потому что абсолютно никак невозможно. Потому что, во-первых, политика Байдена и его администрации основана на ценностях демократии, свободы и прав человека. Для них это абсолютно первостепенно. Байден это вчера отдельно подчеркивал, он, по-моему, большую часть своей пресс-конференции посвятил тому, что он об этом говорил. И поэтому Соединенные Штаты по этой причине будут всегда поддерживать Украину. Кроме того, в национальных интересах Соединенных Штатов сильная демократическая Украина, которая станет со временем неотъемлемой частью демократической цивилизации и находится на пути к ней. Это отвечает интересам США. Поэтому естественным образом Джо Байден и по этой причине будет поддерживать Украину. То есть для меня совершенно исключено, что пока президентом является Байден, что каким-то образом может уменьшиться поддержка Украины со стороны Америки. Или что каким-то образом Байден скажет Путину,
друг Владимир, ты можешь там делать в Украине то-то и то-то, мы закроем на это глаза. Этого не будет просто потому, что это невозможно. То есть Байдену бы для того, чтобы так сделать, уже пришлось отказаться от самого себя, от всего, что составляет существо его личности. То есть это просто невозможно. От слова вообще. И поэтому опасения, которые были в Украине по поводу этой встречи, что что-то там произойдет неприятное для Украины, я не понимаю, на чем они были основаны. У меня есть даже такое подозрение, что это разгонялось из России, Я согласен абсолютно с вами, Игорь. Абсолютно, да. потому что Украина, к сожалению, является очень легкой мишенью для российской пропаганды, поскольку даже не надо переводить ничего. Русский язык в Украине понимают все, и ему можно просто вести пропаганду на русском языке, какие-то посылать такие месседжи такого содержания, которое бы вносили хаос. Но хаос — это то, что выгодно России, любой хаос ума. И поэтому ожидания встречи, они со всех сторон были крайне завышенными. Вот у тех, у кого какие-то ожидания были, они были крайне завышенными у российских, оппозиционно настроенных россиян, скажем так. Были опасения, которые были в Украине, и не были ни на чем основаны. То есть эта встреча могла принести вот только один конкретный результат. И она его принесла. То есть Байден и Путин договорились о том, что начнутся переговоры о стратегической стабильности, то есть переговоры о заключении нового договора об ограничении сокращения стратегических ядерных вооружений. Просто потому, что это единственная область, где они имеют общие позиции. И та, и другая сторона хотят дальнейшего сокращения ядерных вооружений, потому что та и другая сторона обладают таким огромным преимуществом над всеми остальными ядерными державами вместе взятыми, что оно лишено смысла. То есть они могут, и США, и Россия могут сокращать свои ядерные арсеналы абсолютно без ущерба своей собственной безопасности и продолжая иметь возможность уничтожить противника. Они, как говорил Байден, они обсуждали еще другие вопросы. То есть они вроде бы пришли к какому-то возможному согласию по поводу того, чтобы предотвращать распространение терроризма из Афганистана. Ну, по крайней мере, из того, что говорил Байден, следует, что они это обсуждали. И Байден, другая сторона этой встречи состояла в том, что Байден высказал Путину очень большие претензии по поводу действий России. И, очевидно, показал ему, что может ждать Россию в случае продолжения этих действий, например, в случае продолжения кибератак, в случае продолжения агрессивных действий против Украины. Вот, собственно, и все. Мне кажется, понимаете, Эдгар, мне кажется, что гораздо более интересными аспектами поездки Байдена в Европу был саммит Большой Семерки, был саммит НАТО, был саммит США, Европейский Союз. Там были приняты гораздо более важные решения, гораздо более существенные. Почему-то, насколько я вижу, скажем, в украинском сегменте интернета, даже на украинских новостных сайтах, украинскими телеканалами этот аспект поездки обсуждается в разы меньше, если вообще обсуждается. А между тем, например, возьмите вот такую вещь. На саммите Большой Семерки, на саммите США и ЕС было принято решение о том, что к 2030 году в 2 раза сократится выброс окиси углерода в атмосферу, а к 2050 году он будет сведен к нулю. А ведь это, между тем, означает переход на зеленую энергетику. И где вот будет, мне интересно, где будет Россия с нефтегазовой своей экономикой к 2030 году, где она будет к 2050 году? Вот этот вопрос очень мало обсуждается, а именно эти решения, они важны, потому что они определяют будущее, в котором мы будем жить, в котором наши дети, наши внуки будут жить. Причем это будущее не такое далекое. Исторически вообще просто ничтожнейший срок, очень маленький срок. И кроме того, если мы
почитаем другие решения Большой Семерки, решения НАТО, например, о поддержке Украины, поддержке Грузии, поддержке Молдовы. Если мы посмотрим на все это, если мы посмотрим на то, что НАТО подтверждает, что Украина и Грузия станут членами НАТО, когда будут готовы, что никакие третьи страны не могут наложить на это и не могут участвовать в принятии решений о вступлении Украины и Грузии в НАТО, то вот это, с моей точки зрения, важнее, чем встреча Байдена с Путиным. Встреча Байдена с Путиным, ну вот как сказал сам Джо Байден, он начал свою пресс-конференцию вчера с того, что он сказал уже. Было много шума по поводу этой встречи. Для меня это вот просто встреча. Ну вот мы встретились и поговорили. Что всегда лучше поговорить лично, чем наверное, общаться через средства массовой информации или ну, даже чем общаться только при помощи дипломатов. Ну вот, собственно, и все. То есть никаких глобальных решений на этой встрече не могло быть. И я уверен, что, скажем, этот вопрос о переговорах об ограничении вооружений, которые не решили, которые начнутся, это очень мало людей интересует. Это на самом деле это затрагивает, скажем, жизнь американцев. Огромные деньги тратятся на поддержание ядерных вооружений, на разработку новых ядерных вооружений. Значит, их сокращение высвободит деньги для каких-то положительных вещей, созидательных, так, а не разрушительных. И поэтому Соединенные Штаты заинтересованы в таких переговорах, причем заинтересованы, начиная с администрации Никсона. Не было такой американской администрации, которая бы этих переговорах не была. Администрация Рейгана, которая самая жесткая была по отношению к Советскому Союзу, практически все время ввела переговоры с Советским Союзом об ограничении вооружений. В течение лет это было бесплодно, потому что Советский Союз не хотел идти ни на какие уступки, но в конце концов вынужден был пойти на уступки. Игорь, Поэтому вот, да. Игорь, смотрите, хорошо, что вы Рейгана вспомнили. Главное, чем пугал Рейган Советский Союз, это СОИ, система вот это космического отслеживания и перехвата ракет на подлете, то есть нейтрализация угрозы. То есть вы стрелять можете сколько... Ну, как такой железный купол, тогда такого никто не знал определения. Ну, космический колпак над Америкой, да, чтобы вот... Но да. а почему вы уверены, что Путин пойдет так легко на сокращение ядерных вооружений, если он может так себе репу почесать и подумать, что, ну вот сейчас, условно говоря, у нас по 100 ракет, а когда будет по 10 ракет, все эти 10 ракет американцы с их технологиями легко будут перехватывать над океаном, а я останусь в дураках. Мне кажется, он даже на это не пойдет. Вот у меня есть такое ощущение. Может быть, и не пойдет. Это зависит, я думаю, от того, какими он обладает материальными средствами для того, чтобы поддерживать боеготовность своего ядерного оружия, развивать его. Это очень дорого. Ему может хотеться много чего, но не все, что он хочет, он может, потому что это действительно очень дорого. И Россия после распада Советского Союза утратила очень много соответствующего потенциала. И поэтому я не думаю, что она вот может все, что Путину бы хотелось. Ну просто Путин способен, извините, они же такие режимы, как российские, они способны бесконечно затягивать пояса своему народу по принципу: сынок, ты будешь меньше есть, а не я буду меньше пить, да? Вот как в анекдоте. Я с вами согласен. Вполне возможно, что переговоры эти не приведут к результату. Ну, тогда Америка будет вынуждена, соответственно, соблюдая паритет, тоже продолжать развивать свою ядерную триаду, совершенствовать свое ядерное оружие. То есть понятно, что Соединенные Штаты не пойдут России на уступки в этом вопросе. Следующий вопрос уточнить хотел. Вот обещание принять, ну, как бы уже стопроцентное обещание вроде как принять Украину и Грузию в НАТО, да, и даже упомянутый ПДЧ, что будет дан, да, без сроков. Это, извините, я не обязан высказываться там политкорректно, это как обещать жениться, но не сказать когда.
Вот от чего зависит этот временной ответ когда? От этих 6 месяцев, которые Байден дал Путину. Если он будет вести себя не так, то агрессивно, то, допустим, Украину и Грузию могут принять там буквально на следующий год. И если он будет себя вести потише, то этот процесс будет в таком, ну, в рабочем режиме, да, в таком, в медленном. А если будет агрессивен, то будут в ускоренном режиме. Какие варианты вот здесь? Я думаю, что это меньше зависит от поведения Путина, от того, что он будет делать. Это больше зависит от Украины и Грузии. Потому что в Украине и Грузии поставлены конкретные условия, что они должны сделать для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, тогда вот и будет предоставлено ПДЧ. И в случае Украины это абсолютно конкретные вещи, о которых администрация Байдена много говорила открыто, много говорила путем подачи сигналов. Я думаю, что очень конкретно об этом речь шла, когда государственный секретарь Блинкен был в Киеве в начале мая. То есть это деолигархизация, и это судебная реформа. Потому что до тех пор, пока в Украине не будет независимого суда, и до тех пор, пока олигархи, те или иные олигархи будут продолжать иметь огромное влияние на политику Украины, из того, что, вот, например, Байден говорил вчера на пресс-конференции, не вчера, извините, после саммита НАТО, в понедельник, каждый день выступал в понедельник. Вот из того, что он тогда говорил, просто следует, что иначе убедить все 30 стран-членов НАТО, они должны единогласно проголосовать за предоставление ПДЧ, не удастся. И это можно, совершенно очевидно, что это можно понять, потому что если олигархи или часть олигархов могут безраздельно влиять на власть или на смену власти в Украине, то Украина не сможет считаться надежным членом НАТО, потому что будет... Игорь, хочу уточнить. Смотрите, ну есть тут нюансы такие, я вот свои сомнения вам скажу. Допустим, есть же политические стандарты членства в НАТО, есть военные стандарты членства в НАТО. Насколько я слышал, Болгарию приняли с 1% выполненных военных стандартов. Украина, по словам Зеленского, на 19% соответствует. Там, да, но я думаю, что в плане, что это воюющая реальная армия, то есть ее можно брать в НАТО хоть сейчас, в принципе. И она стремится к стандартам, и раздел на бригаду уже, как бы и командование обучается в американских школах, там и вводятся натовские стандарты связи и так далее. То есть это не вопрос какой-то такой непреодолимой силы, да? Тем более, что желание как бы соответствовать технически есть, и соответствует там в военном смысле есть. Теперь вопрос политический. Я прошу прощения, а насколько соответствует антикоррупционным стандартам, стандартам независимого суда член НАТО Турецкая Республика, например? Или насколько соответствуют некоторые члены там, восточноевропейские, соответствуют этим же стандартам политическим? Я не думаю, что намного больше, чем Украина. И вот понятно, что там консенсусное решение, да, должно быть, но подсознательно любой член НАТО из любых вот этих стран, в том числе из стран, политики которых переходят сразу в «Газпром» после отставки, да, то есть это просто коррупция вот таких размеров, больше, чем вообще, чтобы это можно было подумать, когда там премьер-министры переходят работать на Россию, значит, они на нее и работали до этого, да, то есть это вообще страшная вещь, как предательство фактически, безнаказанное, то... Есть такое выражение: готовы ли вы умереть за Нарву, да? А теперь эти все достаточно, извините, трусливые европейские страны, правительства такие будут говорить: а мы хотим умереть за Мариуполь или мы хотим умереть за Поти, да, или за Тбилиси? И так, в принципе, они могут саботировать вот это ПДЧ и обещанное сколько угодно долго. Тем более Россия уж точно хотя бы одной стране НАТО, в одной стране НАТО может купить все правительство, ну, не целиком, ну, понятно, о чем я говорю, да? То есть, но есть ли вероятность, что будет ситуация такая, что все-таки и настолько будет очевидно, что Украине нужно вступать в НАТО уже, что США как бы как самый старший партнер и основной инвестор НАТО, донор НАТО, эту ситуацию дожмут. То я имею в виду не формальности, я имею в виду практически, потому что формальности мы знаем, там есть процедура, там, но и было бы желание, они бы вчера приняли, на самом деле, было бы политическое желание. Я думаю, что давайте разберем. Вот
Я думаю, что ваша ссылка, скажем, на Турцию, но она не совсем корректна в данном случае. Турцию принимали в НАТО в других исторических обстоятельствах. Она заявила желание вступить в НАТО, и для НАТО это было очень большое приобретение, потому что Турция находилась на ее южном фланге НАТО, то есть это очень важно было просто в силу противостояния с Советским Союзом, безусловно, поэтому Турции могли простить очень многое, когда она вступала в НАТО. Что касается стран, как теперь называют Центральная Европа, раньше говорили Восточная Европа, но обратите внимание, что когда, например, Польша, Венгрия вступали в НАТО, они соответствовали критериям того, что такое правовое государство, что такое демократическое государство. Там проходили свободные выборы, сменялась власть, там был довольно-таки независимый суд, скажем, в Венгрии очень много было ущемлено, после этого в Польше меньше, но тем не менее понятно, что их никто не будет исключать из НАТО в связи с тем, что там изменилась политическая ситуация. Но тем не менее, смотрите, и в Венгрии, и в Польше вполне возможен возврат к обычным демократическим нормам. Венгрия управляется авторитарным премьером Орбаном, но никто же из нас не вечен, и Орбан не вечен. Да, поэтому в Венгрии вполне возможен возврат обратно ко всем нормам демократии. Как возможен он и в Польше после такого правопопулистского поворота, который произошел там, по разным причинам. Там нет полного отката. Ну, Игорь, но Украина демократическая страна, раз, но у нас выборы свободные. Зеленский выиграл честно выборы, да, и смена власти произошла. Выборы свободные, согласен, безусловно. Это один из важнейших критериев для того, является ли страна демократической. Безусловно, этот критерий в Украине работает. Это никаких сомнений нет ни у кого. То есть в Украине проходят регулярно свободные выборы, регулярно сменяется власть в результате выборов, и ни у кого по этому поводу нет никаких претензий. Но я думаю, что американская администрация, вообще аналитики, скажем, американской разведки, оценивая ситуацию в Украине, могут иметь сомнения по поводу того, не изменится ли курс в какой-то момент Украины в результате очередной смены власти. Просто потому что, ну вот вспомните, когда Зеленский только стал президентом, вспомните его риторику тогда и его окружение, и сравните с их риторикой сейчас. Она отличается заметно. Правильно? То есть, когда Зеленский только стал президентом, он говорил, что, или даже еще до того, что он стал, говорил, что он референдум проведет о вступлении в НАТО. Сейчас он требует немедленно предоставить... Да, это абсолютно такое... Но мне приятно это наблюдать, я честно скажу. И мне даже вот многие сейчас критикуют Зеленского за его такие немножко, ну, может, не дипломатические заявления про НАТО и так далее. Но мы в ситуации находимся. Но это все-таки лучше, чем молчать тряпочку или говорить какую-то ерунду про там, мир и так далее. Потому что знаете что? Ну, Украина в конце концов, Украина 7 лет воюет. В конце концов, она сдерживает Россию. И это заслуга, которую уж, по крайней мере, поляки точно могут оценить, да, и литовцы, и, ну, и все думающие люди, ну, наверное, понимают, что Украина приносит жертвы. Для защиты кого? Не только себя же, понятно, но для защиты рубежей Европейского Союза и НАТО. Я с вами согласен. Но думаю, что в реальности, если мы отбросим вещи формальные, посмотрим на вещи вот так реально неформальные. Для Соединенных Штатов, для того, чтобы уговаривать других союзников, которые, скажем, возражают против предоставления Украине и Грузии ПДЧ. Серьезным аргументом в пользу таких уговоров, и даже настойчивых, скажем, уговоров или требований, было бы то, что Соединенные Штаты были бы абсолютно уверены в том, что невозможно изменение курса, что есть консенсус такой очень глобальный политических элит в том, что Украина, в том, что Грузия должны стать членами НАТО, во-первых. А во-вторых, все-таки без того, чтобы остальные
остальные критерии демократического государства, кроме проведения свободных выборов, что, безусловно, в Украине есть это огромное достижение Украины в том, что проводятся каждые 5 Ну, лет понятно, да. свободные выборы, действительно свободные, меняется власть, меняются президенты, меняются правительства. Но и очень существенным моментом является наличие независимой судебной власти. И будем откровенны, на сегодня в Украине независимого суда нет. Но это самая И- большая проблема. Это действительно, вот если эту проблему решить, да, вот давайте так посмотрим трезво на вещи, то в принципе все остальное, ну вот если провести настоящую судебную реформу, ну, которая будет признана, что все, она проведена, да, и начнет, хотя бы начнет работать новая судебная система обновленная, то в принципе все остальное, ну, я прошу прощения, но какие еще вопросы? Потому что... Останется еще одна проблема — Какая? влияние 4 олигархов, в частности, влияние одного из них на нынешнего президента не просто чрезмерно, но как бы выше крыши. Да, но скажем вторая так. часть проблемы это, конечно, олигархи. Абсолютно согласен, но законы должны, ну как вот в Польше вы в негативном ключе привели в пример, но там на самом деле, как и в Литве, законом невозможно, олигарх не может влиять на политику. С определенного момента они привели такие законы, что, ну, может нравиться не нравится такая или иная партия, но, по крайней мере, за ней точно не стоит какой-то олигарх просто тупо с мешком денег, да? Вот, Ну да, безусловно. Нет, я Польшу привел как негативный пример, ну, потому что как бы, там произошел откат от некоторых норм, характерных для классической западной демократии. Но я абсолютно уверен, что он опротивен. То есть более того, уверен, что даже просто путем проведения очередных выборов... да, конечно, да. Ну, то есть это все в пределах колебаний, в пределах такой, ну, общебольничной нормы, скажем. Но не знаю, насколько да, там... я согласен. Насколько там Венгрия, они там с геями начинают бороться уже от безделия уже совсем, ну какую-то ерунду просто. Слышь, но Венгрия, она же тоже, по идее, может заблокировать решение. Там, вот Орбан просто друг Путина. Я не хочу, чтобы Украина была в НАТО. Он это не скажет, но скажет, а меня не устраивает вот еще вот этот пункт, или вот этот по пункт не устраивает. Так можно бесконечно вступать, но я не знаю. Но мне кажется, что все эти вопросы могут быть обсуждены конкретно, наверное, и будут обсуждены на встрече в Белом доме, когда Зеленский приедет. И, безусловно, они будут Мгм. обсуждаться, но смотрите, для Байдена и его администрации важно увидеть действия, не Мгм. имитацию действия, Ну, действия. понятно, да. Да. Потому что, скажем, проект закона об олигархах, который Зеленский представил, это, безусловно, имитация. Мгм. Это не ограничение олигархов, это проект закона, по которому Порошенко можно признать олигархом. И, по-моему, единственной целью этого законопроекта было, ну не единственной, но главной целью было вот признать Порошенко олигархом. Но как бы Порошенко все-таки не самый богатый даже человек-то в Украине, да. Безусловно, он не является олигархом ни по каким... А скажите, может Америка так вот, ну, так похлопав по плечу, сказать Украине в лице там президента, ну давайте хватит вот этим заниматься, там за Порошенко охотиться и закрывайте эту тему. Если вы хотите в НАТО, то давайте по-другому. Давайте вот эти реформы, о которых вы сказали. Ну а в принципе, и как бы если вы деятельно подтверждаете, все остальное это в Украине есть. Ну слушайте, ну никто не отменит конституционное направление в НАТО. Ну это невозможно. 2/3. Плюс все консенсус вы говорите, но он есть. В Верховной Раде, как ее не избирает. Там больше 5-й части пророссийских не будет уже, понятно, да? Я думаю, что сейчас впервые Да. вот за все 30 лет независимости Украины действительно, скажем, в политикуме наиболее такой широкий консенсус есть. Почему именно сейчас, а не тогда, когда 2/3 в парламенте одобрили изменения в Конституцию? Потому что прошлый парламент он был гораздо более проукраинский, как бы сознательно проукраинский. То есть в нем популистов не было. Ну или почти не было. Популистские партии имели очень малое представительство. Ну, смотрите, ну вот второй состав парламента подряд, свободно избранный, там, как вы говорите, не популистский, более популистский, второй состав парламента, ну, здесь вот
сейчас голосовать, я уверен, что подтвердит курс на НАТО. Ну, просто это смертоубийство, если он этого не сделает. И это очень нехорошо, потому что это большой шаг вперед. Но я думаю, что главное, что должна делать Украина для того, чтобы приблизиться к НАТО, это в первую очередь провести реальную судебную реформу, Согласен. создать реально независимый суд. И смотрите, только на днях буквально послы Большой Семерки сделали заявление по поводу законопроектов о судебной реформе. Очень много замечаний высказали. Венецианская комиссия высказала замечания. То есть нельзя имитировать то, что мы что-то делаем. Нужно делать. И, к сожалению, мне кажется, что очень часто нынешняя власть в Украине этого не понимает или не хочет понимать, или искренне заблуждается. Я не люблю плохо о людях думать как бы заранее, но они должны это понять. Не устроит Америку имитация, что вот мы что-то, вот смотрите, мы Да тут не, ну что-то да понятно, Игорь. Скажите, почему, что это за сакральный срок 6 месяцев? И это первое, почему именно 6 месяцев, а не 7? Ну вот, и не до Нового года, например, а именно 6 месяцев. Если засечем, да, то вот от этих дней это какой у нас будет? Я что-то не считал даже. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это за 2 недели до Рождества, за неделю до Рождества в Америке, да, почему-то так. Вот, получается. Или это фигура речи? Это первый под вопрос. А второй под вопрос такой. А не кажется ли вам, что эти же полгода, они даны и Украине на что-то тоже? Вот так как бы так. Потому что четко же не сказано. И он про Россию не сказал, что он ждет за полгода. Я так думаю, что там некий лист на стол Путину лег с кондициями какими-то, да? Я думаю, что да, хотя Байден сказал, что он не вел переговоры в стиле, вот если вы то-то и то-то сделаете, то мы вам вот тем-то и тем-то ответим. Я думаю, что да, Байден просто сказал, что является неприемлемым в действиях России, и что если какие-то из этих абсолютно неприемлемых действий России будут предприняты, то, соответственно, Америка отреагирует, ну, возможно, 6 месяцев. Я не знаю, почему 6 месяцев. Может быть, как бы срок, который администрация американская себе дала за тем, чтобы понаблюдать, что будет предпринимать Россия. Если она будет предпринимать какие-то злонамеренные действия снова против американских интересов, против безопасности США, их союзников и партнеров, ну, значит, очевидно, Байден просто будет считать, что Путин идет в банк, делает вещи на зло и, соответственно, будет отвечать. То есть, возможно, просто Байден как бы дал такую передышку, что Соединенные Штаты не будут вводить какие-то дополнительные санкции в течение 6 месяцев, если Россия не будет предпринимать никаких злонамеренных действий в течение 6 месяцев. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас Америка будет наблюдать просто за тем, куда качнется маятник, да? Если, допустим, будет за это время предпринята одна хакерская атака, понятно откуда, да, это уже будет сигнал, что, значит, в общем, Путин не понял и даже делает назло. Ведь мы понимаем, что в России случайных хакерских атак не бывает. Это как пример просто, да, у нас меньше минуты. Безусловно. Да, меньше минуты остается. Согласен. Я хочу, чтобы вы такой короткий итог подвели и будем прощаться, к сожалению, хотя с вами прощаться совершенно не хочется. Я с вами совершенно согласен, абсолютно согласен. То есть, да, если будет хотя бы одна хакерская атака, Байден очень четко сказал, что будет кибератвет. Подтвердил ответ на наводящий вопрос журналиста. Кибератвет, он сказал, да, будет кибератвет. И что Путин сказал, что у нас очень большие кибервозможности. И мы, соответственно, ответим. Байден даже говорил, там, что России бы понравилось, если бы мы вывели из строя ее нефти и газопровод. То есть он, очевидно, дал понять, что... И не только кибервозможности, но вообще всякие возможности. Я думаю, за словом «кибер» стояло больше, чем кибервозможности. Безусловно. И, кстати, в этой связи опять я бы хотел вернуться не к саммиту Байден-Путин, а к решениям НАТО. В коммюнике НАТО говорится о
говорится об ответе на гибридное агрессивное действие со стороны России. Да, Не Игорь, только дорогой Игорь, вынужден эту часть нашей, я думаю, многосерийной беседы, я с вами готов разговаривать вот реально постоянно. Вот и я уверен, что ни один зритель не отлип, и мне тут пишут в Фейсбуке мои друзья, что просто благодарят вас за то, что вы приняли участие. И, кстати, последняя ремарка, которую я сделал, я вот, кстати, тоже думаю, что Путин, он так устроен, что он начнет, наоборот, вредить сам себе, потому что большего врага Путина, чем сам Путин, я пока не встречал на сей день. очень, Да. очень возможно. Очень возможно. Вы знаете, что говорят, что вот мне пишут, что обстрелы участились на линии соприкосновения, на линии фронта, то есть, а там всем управляет Москва, как вы понимаете. И, безусловно, это все управляет Москва, и, безусловно, это тоже входит в то, чего Байден будет... Зачем Байден будет наблюдать, Соединенные Штаты будут наблюдать в течение ближайших 6 месяцев? Потому что на любые злонамеренные действия России, на любое продолжение агрессивных действий, на любое обострение этой агрессии обязательно будет ответ. Вот, вот смотрите, да, ну и Путин, я думаю, что вот учитывая его манеры мышления, я уже все завершаю, перетянули мы все, что он будет тыкать, пробовать что-то хулиганить и смотреть на реакцию Байдена. Как вы думаете, у Байдена хватит решимости отвечать сразу, как бы адекватно, а не говорить, ну еще потерпим, еще полгода, еще год? Это последний вопрос. Абсолютно уверен, что хватит. Если будет какое-то явно агрессивное, неадекватное действие со стороны России, обязательно будет ответ. Ну, я имею в виду на зло. Я имею в виду на зло. Если он поймет, что Путин делает на зло, то обязательно ответит. Если он поймет, что Путин делает на зло и проверяет его выдержку, его терпение, то ответ будет обязательно. И у меня в этом нет никаких сомнений. Я вас понял. Как говорят, я вас услышал, но это не очень хорошая фраза. Я вас внимательно очень слушал, как и наши зрители. Желаю вам хорошего нью-йоркского дня. У вас Вам еще... и всем зрителям хорошего вечера. Будьте все здоровы. Все будет хорошо. Обязательно. Никогда не сомневайтесь в этом. Вот, все будет обязательно хорошо. Это не я вам сказал, это из Америки сказали. Спасибо, что смотрите АТР, спасибо, что помогаете нам донатами. Особенно благодарю тех, кто делает это через сайт Patreon, потому что там есть возможность постоянной поддержки. Для того, чтобы мы могли разговаривать с такими людьми, как Игорь Розенберг, который просто все по полочкам раскладывает спокойно, четко. Но это ли не удовольствие от такого телеканала, как наш, просто и подписка на канал на АТР небольшая даже. Какая по силам, да, это ваша сопричастность к нашей борьбе и в том, что Россия развалится, и в том, что она проиграет, но нет никаких сомнений стратегически и тактически. По-моему, Игорь Розенберг все очень подробно объяснил. Спасибо, что смотрите АТР. До новых встреч в эфире.